Мы продолжаем освещать все самое-самое актуальное. Например, сегодня Всемирный день здоровья пищеварения. Вот такая дата сегодня в календаре. Мы решили немножечко от обратного все-таки пойти. Возможно, в тех симптомах, которые мы перечислим, вы узнаете себя, а говорить мы будем о расстройстве пищевого поведения, РПП. Что же это такое? Что с этим делать? Как с этим быть? 3 буквами. У нас в гостях специалист по коррекции пищевого поведения Ольга Хафизова. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Для начала напомним, да какой напомним, многие не знают. Я, например, не в курсе, что такое расстройство пищевого поведения. Начнем Это с когда того, урчит? когда урчит, нужно покушать. А вот когда урчит, и вы думаете, если я поем, то я обязательно потолстею, и мне нельзя есть, то это, скорее всего, расстройство пищевого поведения. Расстройство пищевого поведения относится к психическим заболеваниям. И есть такое мнение, что якобы РПП всегда связано с тем, что человек очень хочет похудеть. На самом деле это неправда. Скорее всего, тогда мы здесь говорим про нервную анорексию. Наверное, слышали когда-то, когда люди сознательно доводят себя до истощения при помощи диет, при помощи огромного количества физических нагрузок, различных препаратов медицинских. И возникает такая эстетика костей. Но одно время это было, не сказать, что популярно, но встречалось. Мне кажется, сейчас как-то более осознанно люди подходят к На самом деле нет. соблюдению. вот этих Если всех раньше правил. печальная статистика была такова, что каждый, буквально лет 5, каждый час на планете Земля один человек умирал от последствий расстройства пищевого поведения, то сегодня это 46 минут. Все больше и больше людей страдают расстройствами пищевого поведения. Опять же, да, у нас сейчас новая мода заходит из 90-х. Джинсы с низкой посадкой, кроп-топы, которые будут требовать от девушек еще большей худобы, еще больше будет желание снизить вес для того, чтобы этим трендам соответствовать. Соответственно, мы получим с вами в итоге всплеск расстройств пищевого поведения и нарушений пищевого поведения. Мода диктует. Мода во многом определяет. Мода в одежде даже. Во многом. Она не является фундаментом. У любого расстройства пищевого поведения, анорексия, булимия, компульсивное переедание, другие расстройства пищевого поведения, есть компонент генетический, его нельзя сбрасывать со счетов. Есть личностный компонент, то есть во многом это зависит от личности человека. Те же девочки с анорексией часто перфекционистки, многого добиваются. Это их компонент, только благодаря такому компоненту можно снизить вес до критических значений. Но и социальный контекст скидывать нельзя. Правда, это то, что может очень сильно триггернуть, заставить человека сесть на диету. А диеты как раз являются, опять же, триггером расстройства пищевого поведения. То есть РПП это как бы про голову больше, да? Это про голову, это исключительно про голову. А мужчины как-то склонны? Склонны меньше, чем женщины, 25%. Почему? Сейчас расскажу. 25% из общей заболеваемости анорексии – это мужчины. И все чаще мужчины, молодые мужчины из городов-миллионников, недовольны своими телами, и чаще они уже становятся жертвами расстройства пищевого поведения. И почему меньше? Давление социальное на мужские тела, оно все-таки несколько меньше. Социальная ответственность ниже. Требований к вам меньше в принципе по жизни, претензий меньше. Так Всегда мы страдаем. Секрет в том, что мы сами от себя меньшего требуем. Как понять, что вот у меня случилось это расстройство? Расстройство Но у тебя не пищевого поведения. случилось оно. Вот у дев... А вдруг я буду внимательно Ну, у вас слушать? Может быть. 25% Но, всего. смотрите, да, еще раз будем иметь в виду, что расстройства пищевого поведения, они бывают, правда, очень-очень разные. Это группа заболеваний. И анорексия нервная, и булимия, переедание. Булимия это что? Булимия – это переедание, которое сопровождается затем очищением организма через рвоту, слабительные, чрезмерные физические нагрузки. Но там важная задача человека – сохранить вес. Не снизить его, а сохранить вес. Анорексия про снижение веса. Компульсивное переедание, когда у человека теряется полностью контроль, и он съедает огромное количество еды, не понимая, что происходит. Это приступами происходит. Я вот себя узнаю вот иногда. Как понять, что у человека действительно расстройство пищевого поведения или у близкого расстройства пищевого поведения? Буду называть признаки, но, опять же, нужно смотреть более конкретно на человека. Это мысли о том, что недостаточно, возможно, я слишком большая, не нужно ли мне похудеть. Когда окружающих начинают постоянно, как я выгляжу, нужно ли мне похудеть, а я не слишком много ем, а я не слишком мало ем. Зацикленность на теме еды, все мысли о еде. Часто это связано, кстати, как раз с тем, что у человека появился диетический опыт, и он заставляет обратить внимание человека на еду. Например,
например, подростки могут очень странные тенденции тогда показывать. Они могут сидеть на сайтах с кулинарными какими-то изысками. Они могут начать готовить внезапно очень хорошо и классно. Только сами не едят, других начинают закармливать. Вес начинает в ту или в другую сторону вдруг скакать в какой-то момент. Человек старается есть один, он не любит есть с кем-то, потому что он боится, что другие скажут: ты слишком много ешь, в конце концов. Чувство стыда, конечно, заставляет его прятаться просто вместе с этой едой. Подростки, опять же, могут прятать еду, конфеты, печеньки в шкафчике стола, перебирать их, знаете, как девушки со своими шкатулками с драгоценностями. То же самое, но с конфетами, по сути, происходит. Это может быть еда в тайную, то есть вы можете находить у своего подростка или у своего близкого уже взрослого человека обертки под подушкой, тайное поедание, опять же, еды где-нибудь под одеялом, в темноте, чтобы никто не видел. Потому что, правда, очень-очень стыдно. Деньги карманные могут полностью сливаться на еду, например. Чрезмерные физические нагрузки. В любой момент человек постоянно старается стоять, он не будет сидеть лишний раз, он будет ходить по лестнице, очень много ходить, очень много двигаться. И вроде сперва кажется, только порадоваться за человека, много физической активности, но здесь она используется как компенсаторная для того, чтобы избавиться от съеденного, для того, чтобы как можно быстрее похудеть. Препараты какие-то медицинские вы начинаете находить, слабительные, то, что вызывает рвоту, мочегонные препараты, их никто не прописывал, но они у человека появляются, он в огромном количестве начинает их употреблять. Опять же, могут быть подписки на тематические группы, я не буду здесь их озвучивать, которые есть в социальных сетях. Так, я себя на самом деле узнал в некоторых эпизодах. Слушайте, да, вот у меня смарт-часы, например, они постоянно мне напоминают, надо размяться, надо походить. Там количество шагов они считают, количество калорий, которые я потратил. Это что, плохо или что? Нет, вовсе не обязательно, что это плохо. Опять же, думать о еде, увлекаться готовкой – это не признак расстройства пищевого поведения. Нужно... Все про меня. Я люблю, обожаю еду, обожаю готовить. Это прекрасно. В РПП компонент какой? К еде тянет, но это не про любовь к еду, это про страх, ужас перед едой. Но очень хочется, потому что кушать хочется. Что Возможно, с этим делать, кто-то, узнал себя, кто-то узнал своего близкого. Человек с расстройством пищевого поведения, мне кажется, вряд ли признается, что это про меня. Со стороны же наверняка заметно, особенно близким. Со стороны виднее. Вот как помочь этому человеку? Вот маленькая ремарка. Довольно часто эти люди понимают, что РПП, и очень часто ко мне подростки попадают таким образом. Они подходят и говорят: мам, пап, со мной что-то не так. Много находясь в этой теме, находясь на профильных каких-то сайтах, они ищут эту информацию, находятся, относят и понимают, что с ними что-то не так. Взрослые ко мне тоже обращаются, потому что говорят: я понимаю, что со мной что-то не так. Но есть люди, которые действительно критика не срабатывает, особенно если мы говорим про нервную булимию, нервную анорексию, огромное количество стыда, опять же, стремление к некому эталону, заберут у меня мое расстройство пищевого поведения, я как худеть буду, я что буду страшный, большой и закончу жизнь в одиночестве где-то под забором, это правда очень страшные фантазии. И тогда как можно помочь? Если это несовершеннолетний, то это немножко облегчает задачу. Здесь обращаться в первую очередь нужно к педиатру участковому, для того, чтобы он назначил определенные анализы. Нужны профильные специалисты: кардиолог, гинеколог, гастроэнтеролог, РПП-ориентированный. То есть очень важно, чтобы они знали, что такое расстройство пищевого поведения, как оно будет проявляться. Не все врачи РПП-ориентированы. И, например, у нас есть в России ассоциация специалистов РПП-ориентированных. Можно на сайт посмотреть, там есть, он пополняется все время список врачей, которые РПП-ориентированы, которые знают, что такое. Даже зубные врачи есть РПП-ориентированные. То есть, когда ваш ребенок говорит: у меня все нормально, вы можете привести к такому стоматологу, он посмотрит и расскажет: смотрите, у вас тут зубки разрушаются, потому что вы вызываете рвоту, кислота, эмаль смывает, и это приводит к тому-то, к тому-то, к тому-то. И может очень красиво, хорошо все это рассказать. Тот же самый гинеколог не будет пугать: у тебя же детей никогда не будет. Да подростку в 14 лет, в общем-то, пока еще все равно, тем более, если он болеет анорексией. Тогда гинеколог расскажет: смотри, вот такие анализы, что это значит? Значит, проблемы с волосами, с кожей будут, кости будут разрушаться, тебе будет сложно ходить и прочее, прочее, прочее. Они смогут правильно преподать эту информацию, правильно замотивировать вашего подростка. Также в обязательном порядке нужен психиатр, это психиатрический диагноз, который этот диагноз поставит, пропишет медикаменты необходимые, например, антидепрессанты, и не нужно их бояться. Антидепрессанты нового поколения никак вашу личность не поменяют, зависимость не вызывают.
противотревожные, может быть, препараты, на фоне которых ребенку проще будет есть. И нужен будет специалист, психолог или психотерапевт РПП-ориентированный, который составит программу. Это либо семейная программа. Обязательно, если мы говорим про несовершеннолетних, нужно включать родителей, бабушек, дедушек, расскажет, как помочь ребенку набирать вес. Это если мы говорим про некритичную еще пока потерю массы тела. Что касается критичной потери массы тела, у нас немножко сложно в провинции куда-то ребенка отправить. То есть можно гастроэнтерологическое отделение, да, педиатрическое, где его как-то немножко начнут капельницами откармливать. Но вот прям такой хорошей, классной реабилитации, направленной именно на РПП, к сожалению, в России доступна Питер, Москва. И по прописке, да, это бесплатно, но без прописки стоимость, конечно, космическая получается. Поэтому приглядывайте. Если это про взрослого человека, у которого нет критики к своему состоянию, то только разговаривать. К сожалению, здесь ничего сделать особо вы не можете. И недавно разговаривала со своими коллегами из Алексеевской психиатрической клиники, это которая в Москве находится, у них есть отделение РПП. И они рассказывали, если раньше мы брали на принудительную госпитализацию взрослых людей с нервной анорексией, то и суды были на нашей стороне. Тут, ну, как бы все понятно, все ясно, да, что с человеком не скроешь, когда взрослая женщина весит 30 килограммов, то через какое-то время мы решили этого не делать, потому что мотивации нету, тратится огромное количество сил специалистов, огромное количество денег на лечение этого заболевания. Человек выходит и исчезает с радаров просто. Он не лечится, он не возвращается, желания нету. Поэтому чем раньше мы обнаружим, что РПП развивается, тем больше шансов человека из этого вытащить. А смертность у РПП, она большая, она больше, чем при депрессии, как ни странно. Опережает только опиумные отравления различные. Ой, я советую, если вдруг у вас есть схожая проблема, подобная проблема, обратиться к Ольге. Ольга Хафизова, специалист по коррекции пищевого поведения.